Какие проблемы с экологией волнуют жителей России? Загрязнение воздуха, воды, проблемы это мусор у нас. Загрязнение воздуха. Заводы, которые некоторые фильтра не ставят. У нас, по-моему, одни проблемы. В 2022 году заниматься экозащитой стало опаснее, потому что давление как на простых жителей, так и на экоактивистов возросло. Но даже в таких условиях у людей получалось делать очень многое. Например, останавливать вырубку лесов и парков, отменять опасные стройки и добиваться штрафов для нарушителей законов. Ко Дню эколога активисты составили список из 50 побед 2022 года, больших и маленьких. Ну а мы выбрали 10 из них, и сейчас я вам о них расскажу. Это Максим Поляков и 7 на 7. Поехали! В Екатеринбурге жители отстояли сквер. Компания «Сконстрой» планировала построить многоэтажный дом в Екатеринбурге и вырубить для этого несколько деревьев в сквере. Но против этого выступили местные жители. 6 июня они провели необычную акцию. Около 100 человек пришли на место будущей стройки вместе с мягкими игрушками. Почему? Игрушки стали символом того, что стройка помешает в первую очередь детям. В итоге на сходе собрали около 500 подписей против застройки сквера. Ну а на следующий день мэрия Екатеринбурга разрешение на строительство отозвала. В Кировской области приостановили строительство мусоросортировочного завода. Местные власти планировали построить новый мусоросортировочный завод недалеко от Кирова, в радиусе 30-50 километров. Но против этого выступили жители урочища Худышина. Только они собрали 7000 подписей, чтобы остановить стройку. В итоге в Рио губернатора области Александр Соколов поставил вопрос на паузу. В Ставропольском крае отменили разрешение на застройку горы Машук. В прошлом году гора Машук оказалась под угрозой. Там хотели вырубить деревья и построить несколько объектов. 26 июля активистка Валентина Величкина вышла на пикет в центре Москвы, на Манежную площадь. И уже через 3 дня Генпрокуратура потребовала отменить разрешение на застройку. И местные власти подчинились. Ну а сейчас маленькая пауза, чтобы попросить вас, зрителей, больше общаться с нами. Напишите в комментариях экологические проблемы своего района, ну а мы постараемся сделать об этом наше следующее видео. Ну а если вы хотите следить за новостями в регионах России, смотреть опросы людей на улице без цензуры, подписывайтесь на нас. Активисты в Челябинске защитили от вырубки лес. Челябинские чиновники планировали вырубить лес в микрорайоне Тополинка и построить там каток и несколько жилых домов. Но им помешали активисты. Именно они обнаружили, что власти поменяли правила землепользования и застройки. Жители начали собирать подписи, чтобы отменить это решение, ну а потом обратились в суд, и суд их поддержал. В Коми отозвали проект по разработке песчаного карьера. Еще в 2021 году в Коми чиновники выдали разрешение на разработку карьера в Бору недалеко от Сыктывкара. Именно там местные жители многие годы собирали грибы, в том числе и белые. Вырубка бора началась, но люди собрали около 1500 подписей, и губернатор дал заднюю. Прошел год. Ситуация якобы забылась, и бизнесмены снова стали вырубать бор. Тогда активисты организовали дежурство в 2 селах, лично останавливали работников и снова стали собирать подписи. 25 июля жители вышли на пикет. После этого власти расторгли с предпринимателями договор аренды участка, и бизнесмены отказались от идеи разработки карьера. Проект реконструкции свалки в Новороссийске отправили на доработку. Власти в Новороссийске планировали расширить городскую свалку, ну а жители настаивали на ее закрытии. По их мнению, мусор там выделяет фильтрат, ну а сам полигон находится между 2 рек. О том, насколько это опасно, и не приходится говорить. 8 декабря активисты добились отмены общественных слушаний по проекту реконструкции свалки. В нем они нашли аж 18 нарушений.
Золотодобытчиков оштрафовали за нанесенный землям вред. В Башкирии уже не один десяток лет несколько крупных компаний добывают золото, но зачастую делают это с нарушениями. Например, они уничтожают плодородный слой почвы. И все ради того, чтобы добраться до залежей золота. За это в ноябре прошлого года суд оштрафовал компанию «Таналык». И размер этого штрафа внушительный – более 600 миллионов рублей. Калининградские активисты добились сохранения общего доступа к Филинской бухте под Светлогорском. Недалеко от Светлогорска нижегородская компания «Импульс» планировала построить спортивно-оздоровительный центр. И ради этого местные власти отдали ей участок на берегу Балтийского моря, который входил в заказник. Площадь самого заказника из-за этого уменьшилась вдвое, ну а местные жители потеряли доступ к морю. На защиту прав жителей стал экоактивист Антон Гидриксон. И в январе 2022 года губернатор Антон Алиханов заявил, что доступ к воде для жителей будет сохранен. В Усинске экозащитники отстояли приют для животных. Власти Усинска, небольшого нефтяного города на севере Коми, планировали снести единственный в городе частный собачий приют. Сделать это они хотели по-тихому, просто не продлили договор аренды 2 земельных участков. Именно там приют и располагался. Ну а его руководитель Александр Богатырев не стал сдаваться. Он обратился в суд и выиграл. Приют «Белый свет» существует на средства волонтеров и частные пожертвования, и вы тоже можете ему помочь. И еще одна очень важная, на этот раз законодательная победа. Общественная экоэкспертиза останется в законодательстве. 22 июня Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды снял с рассмотрения законопроект об отмене общественной экологической экспертизы. На решение депутатов повлияли массовые обращения экоактивистов и 70 общественных экологических организаций с требованием оставить гражданам и организациям право инициировать и проводить ту самую общественную экоэкспертизу. Это только 10 из 50 побед, которые отметили экозащитники в своем списке ко Дню эколога. Все их можно посмотреть по ссылке в описании. Помните, что если действовать сообща и по закону, то многие решения властей можно отменить. Это совсем непросто, требует храбрости и настойчивости, но именно поэтому мы и составили этот небольшой рейтинг. Экозащитникам есть чем гордиться. С вами был Максим Поляков из 7 на 7 «Горизонтальная Россия». Не забывайте ставить лайки, раз уж досмотрели нас до конца. Пока!